Ну, с тех пор, как я переехал из Тенджина, вот это из западной части города, сюда, на восток, в Хакатлу, очень-очень много было. На самом деле имела место конференция полиглотов на эти только что бывшие выходные. И это был, кайф, как всегда, очень-очень много друзей, интересных людей, и новые для меня люди, и старые знакомые. И вообще я немножко устал, но это было, шикарно просто. Но сейчас еще раз на дороге и дальше, чтобы, посмотреть, раскрыть себе еще немножко из этой, чудесной страны. Сейчас на вокзале, вот здесь, вы видите, здесь вокзал находится. Но я с детства, конечно, знаю об этих скоростных поездах в Японии. Никогда не думал, на ней будет тоже возможность ездить на одном или на несколько даже из них. Здесь на самом деле немало иностранцев. Я думаю, что большинство из них, это видно из их, смотря на майки у них, где это болельщики в регби, потому что мировой чемпионат сейчас происходит в Японии. Может быть, несколько из них или много из них хотят на этом же поезде, который стоит сейчас. Это токиоский поезд, но у меня поезд после этого будет. Это мой поезд, это наш поезд. Будем надеяться, что там будет, но в нем будет поменьше народа. Очень жаль. Кажется, что многие из этих проклятых болельщиков, они собирают именно на мой поезд, и это значит, не знаю, будет ли место или нет садиться, но все-таки ездить и будем. Я не последний, это уже что-то. Будем надеяться, что успеем вообще попасть. Успели. До свидания, Фукуока. Вагоны широкие, очень просторные, много мест и для багажа тоже. Уезжаем сейчас после первой остановки. Сейчас стало хуже, больше болельщиков еще. И много из них сейчас действительно просто стоят. Трудно было выйти из поезда, потому что очень много людей стали входить туда, но успели. Вот сейчас мы на платформе в Хиросиме. Первая задача – забросить багаж. Надо ждать около полчаса побольше, пока не освободился шкафчик здесь для багажа, для рюкзака. Но сейчас получилось, и я могу сейчас гулять. Слава Богу, сейчас у нас понедельник, и я последний раз выпил хороший эспрессо в четверг. Стояла девичья гимназия до взрыва. Это музей. Еще раз, здесь куча болельщиков. Но в путеводителе здесь стоит, что обязательно осмотреть музей, но прежде всего, потому что не так много времени, я хочу смотреть парк здесь на память жертв атомного взрыва, а потом, если будет времени, зайдем в музей. Здесь очень много школьных групп, где детям показывают то, что случилось здесь.
Здесь стоит, что памятник воспрошает надежду на то, что Хиросима, полностью разрушенная 6 августа 1945 года, первая в истории человечества атомной бомбардировки, навсегда останется городом мира. Вечное пламя. Они его угаснут, когда не будет в мире атомных оружий. Памятник детям, погибшим в бомбардировке. И это известное здание стоит памятником, чтобы не было больше в мире атомных оружий. После музея, конечно, я очень задумчивый, а сейчас пора вернуться в вокзал.